Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова и в начале главные темы выпуска. Курс на импортозамещение. Во время инспекционной поездки особое внимание было уделено образцам специальной техники, выпускаемой на предприятиях республики. Новые производственные мощности и перспективы предприятий Аргуна оценил Ильяс Масаев. Виртуальная реальность. Здесь студенты осваивают весь цикл от сборки до калибровки датчиков дронов. Цифровая лаборатория Грозненского нефтяного технического университета стала лучшим проектом на федеральном уровне. О новых возможностях для студентов расскажем в этом выпуске. Никто не забыт, ничто не забыто. Первым обнаружены удостоверение медицинского брата и 2 письма. Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены в ходе поисковых работ в Наурском районе. Социальная политика, развитие экономики и совершенствование регионального законодательства стали основными темами очередного заседания правительства Чеченской Республики под председательством Магомеда Даудова. Участники рассмотрели 14 проектов постановления, направленных на дальнейшее развитие региона и повышение качества жизни его жителей. Далее Турпал Али Тайсумов. Заседание под руководством Магомеда Даудова прошло с участием Кабинета министров. Председатель правительства подчеркнул, что встреча имеет особую важность, поскольку принимаются и совершенствуются законы. Уважаемые коллеги, сегодня проводим очередное заседание правительства Чеченской Республики. В повестке дня вопросы направлены на развитие промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, социальной сферы, туризма, физической культуры и спорта Чеченской Республики. На заседании правительства Чеченской Республики присутствует 19 членов правительства. Кворум есть. Заседание правительства Чеченской Республики объявляю открытым. Официальные лица в ходе встречи озвучили постановление о внесении изменений в законы о социально-экономической поддержке, к примеру, увеличение рабочих квот для трудоустройства жителей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение их обслуживания. Кроме того, рассмотрены вопросы ответственного ведения бизнеса на территории субъекта. Отдельно затронуты предоставление субсидий на финансовое возмещение производителям зерновых культур в Чеченской Республике, развитие промышленных направлений и не только. Министерство транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики вносит на рассмотрение правительства проект постановления правительства Чеченской Республики об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики организациям воздушного транспорта и на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров воздушными судами с территории Чеченской Республики на ее территорию. Проект разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях реализации постановления правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 года номер 1782 об утверждении общего требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг и проведения отбора получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий. Вице-премьер, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев напомнил участникам о необходимости дальнейшего оповещения жителей о необходимости участия в предстоящих многоуровневых выборах. Дехардер коллектившти яш мероприятия хла встреч хла юрта шаш дехча диквони дахчи рузбан дахчи мечау нагат вошки чметя гергерчерц та групп швах кузга хожбауды у родительский групп школ да умара спортивной федерации шкач каждое чуще направление хан выбор штакач кез канесинария обязательно сдина $1 значимость такой красивой хажин хилер ваяв хлеш хилер وين خلر информация довести доводить тер каждый раз свою тематику и лах мероприятия ушка ча про выборы двош ушхлер дехардер. Все 14 проектов постановлений были рассмотрены участниками заседания. Они направлены на дальнейшее социально-экономическое улучшение региона. По итогам заседания озвучен ряд соответствующих поручений. Особо подчеркнута важность выполнения всех задач, поставленных главой субъекта Рамзаном Кадыровым. Турпал Али Тайсумов, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика.
Предприятия Аргуна продолжают увеличивать объемы производства и осваивать новые направления. От выпуска легковых автомобилей до современной специализированной техники. Налажен выпуск автомобилей «Лада Гранта» и внедряются новые подходы к организации работы на заводе «Чечен-Авто». О том, как развивается данная отрасль, далее в сюжете. Развитие промышленного потенциала Чеченской Республики стало главной темой рабочей поездки исполняющего обязанности министра промышленности, торговли, топлива и энергетики региона Ильяса Масаева в Аргун. Руководитель ведомства посетил производственные площадки, где ознакомился с текущими результатами работы и перспективами дальнейшего развития. Благодаря главе республики у нас созданы условия, есть площадя. Мы с интересными нам президентами заключаем соглашения. И недавно тут были президенты, с ними тоже обговариваем. Мы открыты к диалогу с потенциальными резидентами, готовы предоставить площадя и сотрудничать. Будем ежегодно во всех направлениях развивать территорию. У нас есть еще и территория, где мы сейчас разрабатываем мастер-план по последующему строительству индустриального парка. Одним из объектов посещения стало предприятие «Чечен-Авто». Сегодня здесь продолжается реализация программы по наращиванию объемов производства автомобилей «Лада Гранта». На 2026 год заключен договор на сборку 8000 автомобилей. Одновременно на заводе ведется работа по расширению мощностей и совершенствованию производственных процессов. Завод «Чечен-Авто» запущен по инициативе главы нашей республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова как социальный проект для создания рабочего места. В данный момент на заводе 290 человек. Ежедневный план 37 автомобилей, то есть каждые 12 минут у нас с конвейера сходит один готовый автомобиль. Во время осмотра министру также представили специализированную технику, выпускаемую предприятиями города Аргун. Среди образцов пожарные автомобили на базе КАМАЗ и МАЗ. Во время инспекционной поездки особое внимание было уделено образцам специальной техники, выпускаемой на предприятиях республики. Среди них мобильное огневое средство «Чаборз», разработанное для выполнения специальных задач. Его создание стало одним из примеров расширения производственных возможностей местных предприятий и освоения новых направлений машиностроения. Сегодня предприятие производит до 2 таких автомобилей в день. Среди представленных образцов штурмовой багги «Чаборз М3», а также специальная медицинская модификация, предназначенная для эвакуации раненых и транспортировки пострадавших. По длине, по ширине легкую. У него задача площадки, площадки Риои, с площадки носил Джиха сразу, чтобы быстро, оперативно там секунды играет роль базы отсюда. Раз или так сразу приехать. И ремни шею каждый. И здесь что хорошо, их можно использовать для подвоза небольших боекомплектов. При разработке «Чаборз М3» специалисты сделали ставку на высокую проходимость и простоту обслуживания. Машина более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих. Конструкция позволяет адаптировать технику под различные задачи, а независимая подвеска обеспечивает устойчивость даже в сложных дорожных условиях. Заказ 50 уже решил, 50 мы где-то 30 минут оплатили, позже 20 буквально. Заказы есть. Сегодня предприятия города Аргун не только наращивают объемы производства, но и осваивают новые направления работы от легковых автомобилей до специализированной техники. Развитие промышленности продолжает укреплять экономический потенциал Чеченской Республики и создавать условия для дальнейшего роста отрасли. Дани Хамидов, Маусар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском нефтяном техническом университете создана уникальная образовательная площадка, которая помогает студентам получить не только теоретические знания, но и практические навыки с использованием современных технологий. Какую пользу принесет новый проект, узнавала Медина Мударова.
Современный образовательный процесс уже невозможно представить без интеграции высоких технологий. Это на практике доказала преподаватель Грозненского государственного нефтяного технического университета Луиза Уматгириева. Ее авторский проект под названием «Лаборатория цифрового образования» обошел сотни конкурентов на федеральном уровне и занял первое место в конкурсе от Минпросвещения России «Проектные разработки для отраслей экономики». Было около 267 участников в данном конкурсе, но на разработку нашего проекта это заняло около месяца. Это комплексная работа. Весь наш труд мы решили объединить в один проект и показать с этой стороны в развитии цифровизации наш факультет. Хотелось бы отметить колоссальную поддержку со стороны ректора вуза и декана нашего факультета, который оказывал всестороннюю поддержку, начиная от разработки образовательных программ до покупки оборудования всего необходимого. Особое внимание в проекте уделено тесному взаимодействию с работодателями, которых насчитывается около 25. В рамках программы разработан специальный цифровой блок, позволяющий компаниям-партнерам самостоятельно определять перечень дисциплин для обучения. У нас около 25 работодателей, которые сотрудничают с нами. Такие компании, как Министерство транспорта и связи цифрового развития Чеченской Республики, Вайнах-Телеком, Электросвязь, Истказбек, Успех, Чеченцемент. То есть мы охватили все отрасли экономики для того, чтобы выпускать квалифицированных специалистов. На первом курсе студенты могут использовать данные навыки с помощью VR-технологий у нас, а уже со второго курса работодатели приглашают на учебно-производственную практику студентов, и они уже непосредственно могут освоить свою рабочую профессию на предприятии. В основе проекта лежит создание полноценной цифровой экосистемы для студентов среднего профессионального образования. Уникальность разработки в том, что впервые в республике на базе колледжа была создана и внедрена собственная полноценная авторская система дистанционного обучения. Она обеспечивает круглосуточный доступ к электронным интерактивным курсам, лекциям и тестированию. Создатели позаботились и о том, что навигация сайта была максимально интуитивной, а интерфейс понятным для каждого пользователя. Онлайн-обучение, который студент может непосредственно дополнительно получать информацию, проходить тестирование и повышать свою цифровизацию. Программа состоит из общеобразовательных дисциплин, также общепрофессиональных дисциплин и 7 модулей, которые входят в обычную образовательную программу, и также дополнительный 8 модуль, который мы разработали по цифровизации. Помимо онлайн-платформы в лаборатории активно развиваются самые востребованные направления экономики. Вместо того, чтобы просто читать, как устроен сложный прибор или двигатель, студент надевает VR-очки и тренируется собирать его в виртуальном пространстве. Умение работать с беспилотными аппаратами сегодня становится такой же базовой компетенцией, как и знание программирования. Здесь студенты осваивают весь цикл от сборки до калибровки датчиков дронов. Обучение по такой ускоренной программе занимает 2 года и 10 месяцев. Уже выпустилось около 300 студентов, почти все трудоустроены и работают на предприятиях. Развитие цифровой среды в университете выходит на новый уровень. Уже в новом учебном году на базе колледжа откроется масштабный хай-парк – современное пространство, которое станет инновационной площадкой для развития стартапов. На фоне таких глобальных преобразований в ВУЗе в самом разгаре идет и приемная кампания, которая продлится до середины августа. Желающих учиться в передовых условиях с каждым днем становится все больше. Работодателям сегодня не нужны выпускники, которые знают только сухую теорию. Благодаря этой лаборатории студенты еще во время учебы создают реальные IT-проекты, общаются с экспертами и выходят из университета уже готовыми высококлассными специалистами. Это напрямую развивает цифровую экономику нашей республики. Медина Мударова, Селимин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В ходе поисковых работ обнаружены останки бойцов Великой Отечественной войны. Поиски шли в Наурском районе. Специалисты пытаются выяснить, кем были солдаты, где они воевали и при каких обстоятельствах погибли. На месте побывала Линда Джамалдинова. Буквально сутки назад земля Наурского района приоткрыла еще одну трагическую страницу истории Великой Отечественной войны. Активисты поисковых движений региона обнаружили останки 3 красноармейцев, отдавших жизни в ожесточенных боях в битве за Кавказ в 1942 году. Первым обнаружены удостоверение медицинского брата и 2 письма. Пока неизвестно, были ли они для отправления из фронта домой или, наоборот, пришли к своему адресату на передовую. Однако на одном из них упоминается вроде бы как город Обнинск Калужской области, а на печати указывается Ивановская область. Тут это можно еле разобрать. Бойцы находятся не в братской могиле, а в окопах на значительном удалении друг от друга. Это говорит о том, что каждый из них держал оборону на своем рубеже до самого конца. Мы в хуторе Свободы наткнулись
на линию обороны. И вот мы идем по цепочке, вот эти поля прошли, вот сейчас, и будем дальше идти. И сразу мы видим, что оборона идет вот так. И извилисто шириной метров 30, наверное, не больше. В нескольких десятках метров в следующем секторе обороны подняли останки еще одного солдата. Земля здесь приняла на себя тяжелейший удар. Второй боец, по предварительным данным, раздроблен снарядом или миной прямо в боевой позиции. При нем найдена каска, противогазы и фрагменты армейских сапог. Еще дальше покоится третий защитник Отечества. Найдены и его личные вещи. Мы работу проводим уже много лет. Эти участки ребята здесь проживают, здесь выросли, они знают. Естественно, работа проводилась огромное участие в этой акции, чтобы быть также причастны к этому. Рамзан Авдуя – ветеран Чеченского регионального поискового центра «Русские Витязи». Для него это дело всей жизни. Возвращением имен павших героев он занимается более 40 лет. Профессионализм чеченских активистов движения признан в прошлом году в Ставропольском крае, когда проходила вахта памяти. Их команда из 6 человек стала одной из лучших в поисковых работах. Нас непосредственно здесь на поле этим занимаются 6 человек, которые в полевых условиях занимаются разведкой, поиском. Мы возвращаем тех, кто без вести пропал. Многие рады этому. И всегда звонят, общаются с нами те, которых мы нашли и смогли обознать. Следственный комитет по Наурскому району уже инициировал процессуальную проверку. В ее рамках будет назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. Данное сообщение зарегистрировано в книге регистрации сообщения о преступлении Наурского межрайонного следственного отдела. В рамках проведения проверки будут назначены необходимые судебные экспертизы, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая, чтобы установить картину произошедшего и установить лиц, которым принадлежат данные человеческие останки. Поисковые работы в Чеченской Республике уже 6 лет ведутся в рамках международной патриотической акции «Я вернулся, мама». При поддержке Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации субъекта. Ее автор Сайпудин Гучигов. Проект был создан им в регионе 23 февраля 2020 года и объединил поисковиков, историков и добровольцев. За годы работы участники экспедиции обнаружили останки многих солдат Великой Отечественной войны. Эти солдаты сейчас возвращаются в виде останков, но весть о них она важна для родственников. К сожалению, при них не было солдатских медальонов, поэтому мы не можем установить сейчас данную личность останков. Наурский район остается одним из наиболее значимых мест поисковой работы. Впереди исследования экспертов. Специалисты попытаются установить имя бойца по сохранившимся находкам и документам военного времени. Если личность солдата удастся установить, начнется поиск родственников. Если же имя останется неизвестным, бойца с воинскими почестями перезахоронят в братской могиле. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Бекхан Ибиев. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотри». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.